очень много копий сломано, в том числе и замечательным режиссером Степаном Барнашовым, который с пены у рта доказывает, что фильм требует некой подготовки, да, быть хотя бы не маргиналом для того, чтобы быть понятым. В фильме очень много символов, которых мы приглядывались, потом либо самостоятельно, либо с помощью шпаргалок того же Степана въезжали каким-то образом. Да? Я думаю, да, и Егор меня поддержит, что вот формат батла между молодым поколением и старшим поколением, он будет, может быть, полезен для всех, для зрителей в том числе. Ну, в принципе, да, согласен, конечно. Но хотя я Петю уже не могу как за молодежь держать, да, потому что человек в этой юной такой вот кинематографическом таком бизнесе, да, в якутском, да, он настолько долго, ну, то есть лет 5-6 точно есть, да, и это уже, знаешь, ветеранский такой стаж получается, потому что само якутское кино не такое уже старое, да? Да, и качественный скачок она получила именно, буквально да, последние годы. Но теоретически ты мог быть его папой. Теоретически. Да, конечно, почему да. нет? Так что начнем такое, отцы и дети, возрастное некое. Насчет пару дифирамбов в адрес творческой группы, в адрес студии Сайдан Барыл. Мне показалось после просмотра фильма, давайте мы вначале впечатлением своим поделимся, после просмотра фильма, да, который как зритель мы восприняли. Мне как эстету, я иногда хожу в бабочки. Танцует самбу? Сальсу. Сальсу. Да. Ну и самбу тоже. Вот связка, сценарий, это Алексея Амбросьева заслуга, да? Картинка. Младшего. Да. И звук. Мне она показалась вообще идеальной и вот очень иллюстративным для вот тех утверждений, что якутское кино выходит на новый уровень. Что все очень по-западному, что все очень воспринимается как, ну, не знаю, как будто не у нас снимали, не наши снимали, как будто бы, да, и так далее. На самом деле это шикарно, когда вот такие ребята, как Петя, делают. Я краснеть начинаю. Да ладно, не, ну вот насчет камеры Пети действительно очень отличная от других фильмов, которые ранее были сняты, да, сделаны. То есть этот вот нервный такой настрой создается именно камерой же сначала. Там ничего страшного уже не происходит, кроме как кошка выбегающая, да. И вот когда вот разломанный такой вот, перспектива разломана, да, с шириком, и сверху, чуть сбоку, там как будто тебя кто-то большой, да? Облетает. Нет, смотрит за тобой, как за букашкой, это как-то, ну, да, нагнетает жути, я согласен. Это, такой метод ты откуда, кстати, выкрал? Наверное, не сам. Не выкрал, сгенерировал, скажем так, да, на основании чего. Ну, это прием, я не знаю, как он называется. Он есть в фильме, как пример, как «Король говорит». Смотрели? Там же, типа, король, который не может говорить, типа, у него в начале фильма кадр снизу, и типа микрофон выше его стоит. То есть типа, он поклоняется микрофону. Да, получается, ну он выше его, типа сильнее, он типа подавлен микрофон. Да, давлеет как бы. А к концу фильма он, получается, выше микрофона становится сам, ну визуально. Да. И типа и говорить начинает, и, типа так, ну да. Испугавшийся человек. Это один из зрительных символов. Символов на самом деле множество. Ну, типа свысока смотришь, или снизу смотришь. То есть, ну, на тебя давят взглядом чужим, да, как бы получается? Ну, или объективом широкоугольным. Ты ближе к зрителю становишься. Я думал, перспективу ты нарочно ломал, да? Ну, там не все прямые линии прямые же, да? Там уже такой разваленный немножко даже кадр. Некоторые, ну, это голландский угол. Голландский угол называется, да? Будем знать. Когда это не горизонт заваленный. Горизонт заваленный, да. Это голландский угол. Ну, есть аргумент замечательный. Если в Инстаграме кто-нибудь будет говорить, слышь, это голландский угол. Да, этот горизонт завален, да, можно говорить. Ничего вы не понимаете. Ничего вы не понимаете в высоких искусствах, это голландский угол. И оператор-постановщик фильма Сеттяхсир лично рекомендовал это. Да, кстати, вот насчет постановщика, да, главного, то есть человека, да, оператора-постановщика. Большая ответственность. У тебя первый фильм же, да? Да, первый. Как Степа тебя доверил, как говорится? То есть Степа как сказал? Ты уже вырос, давай начинай, или ты сказал, давай-ка, Степа, дай мне попробовать. Отдай я. А у него выбора не было, видимо. Типа все были заняты. Ну, скромненько сказано. Не так, да, лучше. Нет, надо сказать, за такие деньги. Нет, ну, вне конкурса. Как это было, я не помню. Ну,
я помню, что я отказывался, я не помню, как он предложил, Да. типа, давай с ним. Я такой, не, я не готов, я же всего-то механик, ну, максимум, типа, пока. Ну, И, типа, ну, не знаю, образование, наверное, надо для этого. Я думал, типа, все это легче делать, наверное, с Ну, каким-то... А что у тебя с образованием? Я юрист. как и я, кстати. Юрист. 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 Вот тут два юриста, Которые два ни- режиссера. никого не засудили еще. Да. Два юриста, которые никого не Слушай, два ты режиссера. с какого фильма вообще в кинематограф вошел, как говорится? Ну, не как оператор, а как вообще человек в кино. Меня позвал Витя Лифу на проект «Спасатель» «Спасатель». Миши Лукачевского. А это Лукачевский же, Да. да? С вертолетами, Да, МЧСники да. эти, да? Я Ага. там просто как грузчик был. Ну да. А я, кстати, там снимался, хотя меня вырезали. Да. Тяжела вообще планета человека, которого вырезали или Да, кстати, давайте об этом. Да. от которого оставили только контур, да? Давайте я от этого оттолкнусь, да? Вот я вообще, получается, где-то в 4 фильмах в эпизодах снимался. Ну, кручусь рядом, да, и меня хватает, и как бы снимают, да? Я знаю, что даже в эпизоде, чтобы сняться в эпизоде, это надо 5-6 часов, короче, прождать. Для тебя... Пропотеть. Да, там 3-4 дубля, это такая страшная, нудная и противная работа. И так что я вот у Виолетты хочу спросить, да? Там же у тебя, ты очень много солируешь, да, в этом фильме? То есть, ты Да одна немного, идешь, это фактически... Ну, 90%. Да. Да, на ней и строится. И тебе не показалось, что это страшно нудная, трудная работа, к которой больше никогда не хотелось бы возвращаться, например? Ну, очень многие так делают, например. Больше я не буду сниматься, я таких людей видел. Ну, не знаю, я прямо по суткам не ждала. Ну, максимум там час, может быть, или полчаса. Ну, я там съемочные- бегала, смеялась, ну, то есть мне было нормально. Тебе было нормально, да? Своей тарелкой себя ощущал. Да. Ну, то есть я бегала там, пела, что-то делала, кушала, чай пила. Не, а вот глядя на маскулинную такую творческую группу, а там были вообще девушки еще? Да, вот у нас Хлопушка еще была девочка, второй режиссер у нас еще, Анастасия Питер. Художественная Художник, да, ну, то есть там Хлопушка. нормально. Сахаяна? Да, Сахара Алексеева там была. Кстати, там Питер. она в титрах же была. Питер, Анастасия, Да. режиссер второй. Так что ты не одиноко было. Да, Было с кем в туалет сходить. ну, типа того, в кусты. Да, В лес. я удивляюсь, почему девушки всегда ходят, грубо говоря, в это место попарно. Как вы думаете, вот представители молодого поколения, чем зацепил вот людей, всех Сахалар, вот этот фильм, что они обсирались каждый, ну нет такого же представителя. Ну, потому что не было другого ужаса. Опа, наверное. опа, Ну, типа, вот так, да? Или был. Не, ну Маппе, нет, ну это был качественный первый все-таки ужастик. Ну, там лицо, которое выскакивает. Хотя вы на видели, первый нет, раз кстати, было. ребят? Рука там Я еще видел. такая. Ну вот. Перед съемками смотрел, да? Или Нет, я в детстве, ну, А. и перед съемками тоже А смотрел. Степа не ставил задачу посмотреть? посмотреть обязательно первый фильм? Где было такого? Я не помню. Ну, Я просто видел. посмотрела ради интереса. Я вообще не смотрела его в детстве. Когда Тебе- кастинг- тебе он жутко не кастинг- понравился, да? Нет, почему жутко мне он не понравился? Атмосфера хорошая была. Да, да. Но вот синее лицо, ну, это сейчас смотреть, простенько, конечно, да. как-то, Смешно. ну, не то чтобы смешно, ну, Да, это странно, смешно, короче. смешно. Рука, лицо. Не, если телефон Но вообще делает атмосфера спецэффекты фильма, лучше, она чем- очень хорошая, она нагнетающая. Нагнетающий. Да. Вот эти вот монотонные такие звуки, да, дым, Ну, вообще, озвучки там и так далее. Не, на самом деле. И я вот в своей небольшой рецензии я говорил, что фильм больше о каких-то о семейных отношениях. Да. Это очень семейный фильм на самом деле, на который не зазорно абсолютно сходить всей семьей, потому что представителям старшего поколения, младшего поколения есть что сказать. И это фильм о роде, о родстве, о каких-то родственных отношениях, о той ответственности перед представителем своего рода, который, ну, у каждого, будь то там большие люди, ну, как мы Сахалар называем, Улаханджан, да? Я ему только Да. Или вот тут преемственность в этом фильме же тоже есть. Мало того, что, ну, раскроем небольшой секрет, который буквально перед съемками, да, открыл нам Степан, а Виолетта об этом тщательно умалчивала. Да? Вы в родственных отношениях с Илемовым, с Ильей Михайловичем. ну, вроде как, да. Типа Вроде, не того. вроде как, а очень близкие же, получается, родственники, да? Но я с ними вообще не знакома. Ну, вот, недавно узнала. Ну, вообще, по крови, да, Мгм. но я с ними не знакома. Бывает Это и не так. Любимская линия или
Мегана Кандаловская? Нербинский. Нербинская. Вот, преемственность, вот эта вот ответственность перед каждым своим родичем и так далее. Это, наверное, об этом фильм. Но если взглядываться вот так вот, там же куча всяких других вещей, которые иллюстрируют отношения того же Степы и так далее. Вот, вырубка лесов в Амге, да? Отношение к природе и так далее. Если все чуть более пристально посмотреть, там очень много таких вещей, которые говорят: эй, люди, там, хватит. Призадумайтесь хотя бы. Да, хватит делать так, хватит какашить вокруг, делать плохие вещи. Пора ли, не пора ли вернуться? Вот я к Пете тоже хочу... А что ты в перчатках? Ну, потому что я Требования, такой человек. Вот квартира же, да, вот не дает покоя эта квартира. Она же, ну, такой с открытой дверью оставленное заброшенное жилье, да. Ну, то есть это аллюзия к тому, что это этих, да, по сути. Так же, да? Я думаю. Куда она приехала? Ну, когда изначально она в квартиру же приехала, это же, ну, то есть тоже как страшное жилье, да, как бы. Почему? Это квартира матери же, Да. получается. Ну да, ну оно же показано тобой как страшное место, которое, ну, не опасное, а, как скажем... Ну, ее же мучили, типа, злые духи, она там страдала, не спала, как-то боролась с ними. Какой-то эзотерией, да. И в торопях убежала, дверь не закрыла даже. Ну. А там страшно уже только, там из тайн, вернее, только кошка, которая выбегает, и закрытый шкаф, вот этот, в котором скелет обнаруживается, он достаточно весомый. Почему там Библия у нее лежит? Ну, да, вот эти травы. Вот этот момент я воспринял как то, что вот человек, его что-то мучает, да, и он не знает, что с ним происходит, и начинает искать спасение в любом виде. Да, в любой вере. Чужеродной даже. Да, и экстрасенсы, и Вуду. Вот эта вот эзотерика, там, Вуду, Библия та же, потому что, ну, хоть и имена у нас и православные, все-таки мы больше язычники, наверное. Да? Больше язычники, больше к тем самым каким-то... Больше азиаты. Больше азиаты. Хорошо, Петя, а чего, как ты думаешь, чего люди ждали от фильма, да, именно вот от «Сятя Сироях», что они вот каким-то негативом начали манипулировать? Вот твое мнение и Виолетта? Не знаю, ожидания, наверное, большие были у людей. Типа, первую часть... ждали, да? Ну, как бы, да, типа... Первая часть заставила всех, извините, посраться вообще по полной не. В связке вот эти два фильма смотрю, то есть, да, реально, пугались там, а здесь идет такой процесс очищения, понимание того, что тогда происходило. То есть, если... Ну, возможно, они ожидали каких-то скримеров тупых, чтобы поорать, скримеров же и тут хватает. Кстати, мне... Ну, тут их не очень много. Нет, люди, мне кажется, пришли, чтобы просто поорать. Там чипсы похавать. Кого-нибудь так вот, просто... То есть люди, мне кажется, большинство людей просто не вникли вообще в то, что там очень много проблем на самом деле затронуто вообще, взаимоотношения, отцы и дети и прочее, да. И мне кажется, люди просто пришли, чтобы поорать, потому что, ну, первая часть, вот все пишут: ой, в детстве мы там жестко там орали, тыры-пыры, а я вот думал, что вторая часть будет такая же. Это разные жанры, это типа ужас и типа хоррор. Да, это разные вещи. Просто люди ожидали другого, а мы сделали совершенно другое. Это очень такая драма, да, в атмосфере хоррора, да, в жанре сделанная хоррора, еще раз основывающаяся на истории, которая подразумевает собой просто бояться сидеть тупо, первобытный какой-то страх гоняться. Да? Но там же есть вещи, от которых вот та же могила шамана, да, тоже воскрешение вот этого верь, не верь, там, когда встает. Слушай, я вот что думаю, да? Ну, вот Петя на самом деле очень правильную вещь сказал, очень простую, да? То есть раньше фильмов не было. Был единственный фильм, и он неизбежно был обречен на успех, да, понимаешь? Хотя, ну, не обречен, но стать культовым ему было суждено, как сказать. Да? Такая площадка у него площадка была, он шел по НВК Саха, да? Это аудитория была вся республика. Да, вот еще еще вот такое. А тут люди приходят, вынуждены платить деньги, да? Нет, не вынуждены. У них есть выбор огромный, да? То есть они могут и дома по Иви ТВ посмотреть хороший, качественный ужастик, да, например. Кстати, назови-ка последний ужастик, который ты смотрел. Я не люблю ужас. Ты не любишь?
Это, я думаю, это самое большое откровение нашего сегодняшнего вечера. Да. Петя Иванов, оператор-постановщик. Не любит Сестер ужасы. Серых не любит ужасы, а отвели... Ужас! Я не помню. Тебе нравится жанр? Ну да, ну да. Ну не то чтобы прямо нравится, я могу посмотреть, но я не помню, Нет, какой ну вообще фильм назови хотя бы смотрела. один фильм ужасов, который вот тебе запомнился. Прямо с детства? Ну, Да, «Звонок». Могу сказать «Звонок». Ага, вот Японский «Звонок». или американский? Вот японская. Японский. Да. А вот я, скажем так, обвинил-то товарища вот незримо, который присутствует в кадре, Бурнашова, да, нашего уважаемого, в неком троллинге, который включает, вот все же говорят, там, ой, зачем там красавицу включили, которая не является профессиональной актрисой, там, и так далее, и так далее. Если захотелось там чего-то типа звонков, там, чтобы на каждом шагу вот так вот было, да, ну, включить девушку, желательно с длинными волосами, желательно с большими глазами, там, и так далее. Да, это некий... Вообще, мне кажется, что Степан, как режиссер, он нас, зрителей, троллит постоянно. Я вот сколько слежу за его фильмографией, да, не было таких вещей, где он ну, что-то такое, какие-то пасхалочки оставляет. Не расставляет. Да. А какие пасхалки, как думаешь, какие пасхалки он в этом фильме оставил? Не знаю. Не знаю, Скрывает? какие. Скрывает. То есть все это в тайне от всей этой... Ну, сами догадайтесь, это любимое слово режиссеров. Да. Нет, встав в позу Родена, нужно так додуматься, и какой же глубокий смысл вложил товарищ Бурнашов. Раза 3 сходить. Раза 3. Вот, кстати, я подумал о том, что очень полезно на самом деле пересматривать. Ну, фильмы все, ну, не все, а более-менее значимые фильмы всегда надо пересмотреть. Я считаю, что если мой сосед, мой хороший друг, знакомый Степан Бурнашов собрал замечательную команду своих единомышленников и так далее, приложил охрененные усилия, да, по выезду, размещению, локациям, там, организации съемок, привлечению аппаратуры, там, согласованию сценария, всего и так далее, продакшн, постпродакшн, все. Проделан колоссальный труд. И вот этот вот требовать там, а когда вы выложите на Сахамуве, допустим, да? Я думаю, это верхняя тактичность. Они вообще не про Сахамуви говорят, они говорят, интернет как Антара, типа, когда вы украдете и выложите этот фильм? Да. Ну, вообще это тупость. Я считаю, что это как обокрасть своего соседа, да? Обокрасть своего... Обозначить, что я тебя обокраду, и что ты мне сделаешь? Вот, и что ты мне сделаешь? Безнаказанность чувствую. Ну, это отвратительно. Ага. Плохо, конечно, что фильм выходит достаточно сложно, но слава богу, кинотеатры открыты. И я еще хочу подчеркнуть одну мысль, да, что в кинотеатрах-то очень безопасно. То есть входишь сразу себе, бац, лоб, да, если температура тебе бац, выгоняют. Вот тебе антисептик, вот требует маску, там, рассаживайся через одного и так далее. То есть кинотеатры сейчас очень безопасное место, которое, возможно, вернемся к звонку, да? Как думаешь, вообще играть в фильмах, которые ставят целью там, напугать человека, да? Как должна выглядеть девушка? Внешне имеется в виду или вообще по состоянию? Ну, по состоянию души, внешне и так далее. Я понимаю, что от гримеров зависело, но это видение режиссера было. А вот внутреннее твое состояние, каково оно было? Вот ты снимаешься в фильме, главную роль исполняешь, который просто обязан всех повергнуть в ужас. Да. Ну, мне давался текст. Я читаю, я понимаю, что вот по состоянию должна быть такой-то. Ну и Степа мне подсказывает. Ну и как-то вот так вот идет. Ну, кровь из носу надо будет показать, тут ничего невозможно поделать. Ты человек все-таки к искусству не чужеродный, да? То есть, ну, у меня образование, да, довольно такое. Да, близкое. Режиссер. Да. Культмассовых мероприятий. Ну, это, считай, Чаранская номер 2, да? Нет, серьезно говорю? Это тоже мой троллинг, да. Легче все-таки, скажем,
было бы, если бы у тебя было соответствующее, ну, актерское мастерство. Да, возможно было. Ну, не то, что возможно, было бы легче. Было бы легче, но вот у нас, к примеру, да, тут ведь учат не только вот киноактрис, киноактеров, у нас тут театралов по большей части, да. И не знаю, мне кажется, Степа, наверное, выбрал все-таки человека, который не относится к театру, потому что из него легче слепить вообще своего актера, потому что театралов немножко бывает трудно иногда сломать. Свою школу обратно, да? Да. Возможно, но легче учить. Было бы хорошо, если бы у меня было бы актерское образование. А мне вот этот, сори, конечно, опять за небольшой спойлер, да, но те обвинения, которые, еще раз говорю, не совсем сведущие люди кидают на страницах афиши и так далее, мне показалось наоборот, что ты вот искала маму, искала, нашла, потом опять посомневалась, и кульминационная сцена, да, вот это, когда ночной компания, я подумал, ну вот это же наоборот вызывает эффект того, что, ну, вроде бы статичный достаточно человек, да, и потом тут бах такое, да, и, ну, реально, эффект от этого был очень хороший. Был очень хороший. Ну, я на самом деле, вот... Кстати, это не ты была сама, не дублер. Потому что... Да, это я сама была. Да, у Дагана показывали только со спины. Ну, вот, кроме сцены, когда... Да, ну со спины тоже была я. Да. Мне вообще игра Виолетты очень понравилась. То есть я довольно часто вижу, что бывает не очень хорошая игра, да? Но здесь видно, что и вот эти такие достаточно... Как, кстати, скажи, а какая цена была самой сложной для тебя, ну, в исполнении? В исполнении болото. Сцена болота, потому что я сама не умею плавать, соответственно, я не умею нырять. И мне было трудновато как-то себя заставить пойти на дно. А, кстати... А там натуральное болото было, да? Нет, его сделали наши художники. Сделали. Ну, да. слава богу. Принесли бочку воды и вылили. Да, ну, там, да, трава, там мох, все дела. Нет, это... лес, да? Это настоящий лес. Ну, остановились на павильонах. Павильонов не было, да? Не было. Интерьерные были. Да. Ну, интерьерная А так, по картинке в лесу как будто павильон же. Я Да, сам есть так такое. подумал, Есть такое. похоже на зеленку. Но там не Это было. лес. Это лес. Это из-за цветокоррекции, наверное, так кажется. Ну, нет, ну цветокоррекции, кстати, кто делал? Ларри Яковлев. Я думал, Петя, что ли, сделал, там его вот этот любимый зеленовато-бирюзовый колер там какой-то присутствует. Петя, а вот каково быть главным оператором? Сложно. Опыт. Сложно. В чем сложность самая большая? Не слушаются люди? Нет, почему? С командой-то я давно работал. Типа там команда, которая... Сколько мы уже с ними? Твой Dream Team, да? Да. Типа один... Но только ты же там был в подчиненных, у тебя ответственность. Да там нет, типа, подчиненных. Типа. Сегодня командовать парадом буду я. Да. Типа каждый в 6 утра строишь их. Задача сегодня такая, там, да. А в чем сложность? Не знаю, я привык, походу, просто ко всему этому. Типа я воспринимаю как, иду, ну просто работаю, короче. Типа, ну сложность была в раскадровках, наверное, больше. Типа, когда придумывали кадр. Творческая подготовка. Да, когда вот уже на процесс, поле, на поле там был так нормально уже. Ну, ты полевик сам по себе, получается, да, поэтому... Ну, да, наверное, из-за этого. Просто привык, видимо, так. Да. И как... Вот эта камера в машине, которая у всех вызвала. Круговое вот вращение. Это склейка была или Нет. маленькая камера? Один кадр. Один кадр, да? Это широкоугольная камера и Ронин. Просто стабилизатор. И с телефона управляли. Мы все вышли, под машиной сидели и крутили эту камеру. Смотрели только через монитор. Ну, потом смотрели. Все, моя очередь. Давай. Виолетта, люди не слишком в теме, они думают, что съемочный процесс — это сплошной праздник. Да? Это, извиняюсь, за тобой бегают, тебя кормят, одевают, поют, чуть вот так делаешь, там все необходимое приносит и так далее. Серебристый вагончик с гримеркой. Да. На самом деле как? Вот, реалия как выглядит?
один день, один съемочный день, скажем так, ну в Чакыре там или где. Ну, да. Ну, вот у нас, например, да, большинство съемок в лесу, это было ночью, да. Я не скажу, что я прямо там, не знаю, была как королева, принцесса. Мне было холодно, мне было очень холодно, все были почти в зимних куртках, например. Ну, то есть я была со всеми на одной волне, я там не капризничала, типа, мне холодно, не хочу. Ничего такого не было. То есть я не капризничала, я не говорила, дайте мне чай, дайте мне то, то есть сами приносили. Зубами намекала. Да, дайте мне чай. Нет, я вроде бы не капризная была, да, скажи. Нормально же было. Ребята, это какой месяц был? Август где-то. Июнь. Июнь? Но все равно ночью прохладненько. Мы закончили, начали 5 июня. 5 июня, закончили 10 августа где-то. А нет, Июля. 12 июля. 11 июля. Нет, 10 Нет. июля. Да, 10 июля. Месяц с небольшим, да? Да. Ну, это якутские реалии, так только и плюс делается. переезд там, считай. Начали в Якутске, потом в Горном. Алас, этот Саилык в Горном был. Ага. И там паромные такие вот сцены были в Амге. А что, вчера в Чуне съездили, Болтово? Там же. Ханалас еще. Ну, типа, чтоб этот, Ханалас. А что там было? А мы что, включили, что ли, там? Красивый кадр, где Афанасий идет на балаган. А, да. То есть это уже Балаган. 4-я локация получается, да? Ну да. 5 локаций. Хангаласы, да. Ага. Якутск. Горный, Якутск, Амга. Все вроде. Ну, довольно-таки. Ага. Лодка в начале, вот когда она родилась все-таки? Ну, идея, Она изначально была. чтобы все шеи сломали. Да. А, не, мы сняли там, просто сняли, а потом Ну, это потом на монтаже это все Степа. А, Степина тема. Это не твоя идея, да? Нет. Жалочка, я думал. Вот из-за кого хандрос у меня. Не только у меня, там у огромного количества. Мне свой родной нажитый сколиоз помог. А, Вообще комфортно смотрел. Вот так не делал. Я тоже такой же. Поэтому голландский. 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 Ага. Не капризничал. Ну это хорошо. А сколько длится вот день вообще? Съемочный день. Почти весь день даже можно. 12 часов смена. Смена 12 часов. Ну, со скольки начинает, например? С 9 утра. Как по задаче зависит. Если нам, Да, свет как бы. если нам ночь нужна, то мы типа позже начинаем. Ну, до ночи, ну, до утра. Да, правда. Там в основном ночные же съемки. Да, режимный. Режимный это когда солнце село, и, ну, небо горит. Типа от солнца и свет сверху падает, с неба получается. Со времен еще Калининой, да, есть очень такой идиотский на самом деле вопрос. А какие-нибудь страшные вещи происходили Нет, вроде бы во нет. время съемок? Нет. Никаких таких не было. Даже если было, вы не рассказали. Правильно. Вот это по-якутски. Ага. Нельзя рассказывать то, что происходит с потусторонней силой. Ну, с тобой. Наоборот, помогали потусторонние силы. Ну, это хорошо. Считаешь? Да. Ну, то есть удачные съемки были, да, легкие относительно. Да. Тарелку били не зазря. Ну да, тарелку. Тарелка у нас взорвалась там вообще. На мелкие куски. Мелкие куски. А это хороший признак, да? Ну, Это хороший признак. как трактуешь, конечно. Если ты позитивный человек, ура! Да. А если пессимист, то даже кусочка с собой унести нету. Geoloktlar bağlı dildi. Öyle böyle eller bağlı. Oron, örüş gittiği de var. O zaman urut, örüş rastı bollar. Ребята, каскадерские вещи как делались? Ну, вот с этим. Полет твой. Мой Трос? Да. Да, ну, ага. Полет. Да, ну там дяденьки, ну не то чтобы дяденьки. Все, она Джеки Чан, все Да. сама. Тоже Я в сама городе было, полетела да? просто. Не побились ни об чего. Больно не было. Не, ну там внизу были люди. Ну Там да, был но мат. всяко бывает все равно. Нет, я... Нет, всё Сколько было дублей нормально. было тогда? Сколько раз летало? Я не помню. Типа 5 дублей, может быть, 6. Ну, не было прямо так много. Ну, людей выматывает, наверное, такую штуку подготавливать. Уйдем в сторону творческих высот, да? А то все о бытии, как-то даже. Хотя сожженные волосы, это, наверное, стоит упомянуть, да? То есть искусство требует жертв. Ну да. Мне сожгли волосы.
Вот там вот я капризничала, да. Вот Да. это вот, наверное, был такой единственный момент, когда я даже заплакала. Ну, то есть я показала там свой немножко характер, возможно. То есть ты стала такой эдакой фифой, которая... Там... Нет, не то чтобы прямо фифой, ну извините, сожженные, вот для женщины волосы это очень много значит, потому Конечно. что внешность портится сразу, как бы. У меня были сожженные волосы, и я, не нравилось мне. Но это стоило того? Завивали, да, или как получается? Ну, то есть это специальная такая услуга, когда просто вот сжигают твои волосы, у тебя как бы кудри, эффект кудрей. Вот. И долго так? Блин, я действительно не Нет, помню это не сейчас, стоило того, какие потому волосы. что потом волосы под конец они как бы выпрямились, ну потому что у меня азиатские волосы все равно не такие прямые, жесткие, поэтому вот В так. Латке не получилось, да? Ага. Нет. Хорошо, давай-ка все-таки задам такой очень якутский вопрос, прежде чем приступить вот к творческим высотам. Расскажи о себе, откуда ты... Вообще я родом Род из Оленёкского улуса. Да, Там начала- родилась? Да, я там родилась, я там жила какое-то время, потом мы переехали уже с родителями в Вернинский район, и вот там вот я уже и жила, и школу окончила, собственно, я там прописана, там мои родители. Ты мирчанка? Ну, я сейчас говорю всем то, что я с Мирнинского района, потому что, ну, как бы там мой дом, моя семья. Ну, Сахалы ты говоришь? Да. Но я говорю так, на бытовом уровне. Если у меня будут Какие спрашивать. ваши доказательства? Нет, ну почему? Вполне московскую студентку-то нормально. Конечно. Для московской студентки вполне очень органичный такой говор, который... Хорошо. Где сложнее было? Все-таки на Мисс Якутии или на съемочной площадке? На Мисс Якутии я чувствовала себя комфортно, потому что это была сцена. Ну, то есть выходить на сцену мне было как бы комфортно, потому что Привычно. это привычно, это не первый раз. В кино тяжелее, потому что ты должна доказать, чтобы зрители вообще поверили тебе. Ну, там очень сложно, да. Мгм. А то, что там на сцену выйти, покривляться, походить, поулыбаться, да, это вообще как плевое дело. А с большими напарниками, вот большими я говорю, все-таки опыт прожитых лет, сыгранных ролей и так далее. Петр Баснаев, Надежда Ушницкая, тот же Дмитрий Карамзин. Он, Карамзин снимался. он же, кстати, тоже театральное образование имеет, да? Да. Он Да. тоже Он театр- имеет, да. Он- да, вот этот. Я не знал. Да, Афанасий. Они однокрупники втроем. Все втроем однокрупники. Да. Просто Афанасий оказался в Баргонцах и какое-то время отошел от всего этого. Да, что-то в этом роде, да. Ага. Ну и как по-твоему, как он играл? Лучше, чем Петр Баснаев? Вообще с Афанасием у меня немножко другая такая связь. Мне было с ним, наверное, веселее сниматься, потому что вот когда вот сцена, когда мы с ним были, ну, я постоянно смеялась, потому что, ну, он такой. Блин, ты же должна была его ненавидеть в кадре, получается же, да, и при этом... Да, все думают, что я прямо такая амебная, там, но вне камер я, наоборот, была очень такая взбалмошная. Ну, тут спойлеры, я, наверное, этот вопрос не спрошу, или давай спрошу, да, то есть... Нет, стоп. Вообще Вообще с ними как сниматься мне Да. было очень хорошо. Они не давлели над тобой? Нет, там, никакого типа, давления Наоборот, вообще не было. поддерживали. Очень поддерживали, все Ну, было это же- хорошо. Я прямо как будто Чё не говорить? внучка была, что ли. Не знаю, очень теплые отношения были со всеми. И с Надеждой, И с Петром. Надеждой, да, вот, ой, привет, ом чичах, там тыры-пыры, все Ну, было Баснаев хорошо. сам как наставник же. Я в Карелии видел, как они снимались, тоже всех такой, о, что давай, такой. Такой, очень такой дедушка-наставник такой. Меня удивило то, что Петра уговорили все-таки сняться, да, ну, учитывая все эти моменты, все эти обстоятельства. На самом деле для него, наверное, это как подвиг какой-то после вот той трагедии семейной, да, вернуться к роли, вернуться в этот жанр, вернуться В тот фильм. Да, в тот фильм. На самом деле очень большое уважение со Ну, это стороны актерский зрителя. подвиг, ага, вот. Да, это актерский подвиг, на самом деле. Это гражданский подвиг, возможно, да, какой-то. Ну и давай, твой вопрос. Ну, какие вопросы у меня могут быть? Мне фильм понравился, поэтому у меня вопросов мало, как говорится, да. Ну, на самом деле, вот, у Степы я, конечно, спрошу, но давайте я у вас тоже спрошу, что ли. Вот почему она ненавидит этого вполне такого хорошего человека? Там, почему в контексте не разъяснено в фильме? Мне кажется, все понятно. Я не знаю, почему у людей так много вопросов возникло насчет вообще отчима, потому что, ну, Обычная либо жизненная ситуация. это жизненная ситуация, мне кажется, таких семей у нас очень много, в принципе. Я вот И- как себе додумал, да, ну то есть женился на хорошей женщине, да, подумал, а она двинутая немножко, да, все время с этими нечистыми духами сражается, все такое.
И, Я бы не стерпел. И он начал выпивать, наверное, скорее всего, да? Я бы не стерпел. Ну, девочка, 10-классница, 9-классница ненавидит человека, который пьет и живет Который с водит мамой. ее на рыбалку. Нет. Нет? Мне кажется, ну там прямо, ну понятно же, нет. Я Типа не он знаю, приставал? ну если бы я сама бы посмотрела бы со стороны, мне кажется, все понятно, потому что, ну жили, возможно, не сошлись уже характерами, и уже расстались, и как бы... О, Ну, а за что здесь Ну, ненавидеть? девочка, наверное, не любит, ну не то чтобы не любит, да, вот такой харасмента не было? Да, я вот думаю, Да. может, он приставал, поэтому можно Нет, так люто ненавидеть. давайте я вам объясню, да, то есть девочка, она как бы, ну, росла без отца, получается, и вот это вот... Пришел То, что чужой она человек. недолюбленная как бы вот от папы, она не знает, что такое вообще любовь папы. И вот появляется мужчина в ее жизни, как бы, да, и заменяет отца. Пытается заменить отца, и как бы там по фильму понятно то, что он там рассказывает, то, что я пытался, старался, ты называла меня папой, да, и в один прекрасный момент просто этот человек уходит. Конечно, у девочки стресс, то, что вот... Ну, это понятно. Да. Но в финале-то она называет же папой. Ну, да. Бежит. Но все равно любит. Мені тоққа барып поддержка қылыр едім. Өйдеуін, мамаңды кырстықында менен жig болар едім. Менен тоқ бар, мероприятиелерге, конкурстарға, бардығар бар бола атыр едім. Көмілігі атыр едім. Мені ыл күрді қолыр құм бағарабын. Әгіне кетті. Бары бейге, ұрқуы күрдік. Петя, ну вот сейчас ты снял свой фильм, да? И что, значит, считаешь, нет, считаешь себя уже готовым к такой работе? К режиссуре. Нет, операторству. Ну, то есть он же говорил, отказывался сначала. Ну да, конечно, чуть больше уверенности появилось, поэтому... Не такое уж сложное дело, оказывается. Да, не сказал бы. Все-таки сложное. Ну да. Не, насчет режиссуры я скажу, это всегда, наверное, плохо, когда оператор сам снимает, да, постановщик, потом сам же монтирует. Ну, не то, что плохо, это привносит какие-то особенности в процесс. Почему? Режиссер, когда сам монтирует, это же хорошо, наверное. Не-не-не. Режиссер монтажа должен же быть тоже. Ну да, нет, тебе нравится вообще, как обошелся с твоими трудами Степан Варнашев? Да. Конечно. Ну, типа, мы же все равно вместе делали, Да, и, типа, да, да. это... То есть ты на мы оба монтаже понимаем. присутствовал, да? Ну, некоторых Нет. моментов. Не, я на Не, у тебя не было был такого немного. вопроса, почему ты эту смачную картину, которую мы в 2 сутки делали, взял да и выбросил? Гад такой. Нет, Такого не было, да? не было. Какие сцены вырезаны? Наоборот, хорошо, что вырезал был. Есть такие... Не-не-не, давай вот сделаем такой антиспойлер, да? Вот это обязательно надо включить. Какие сцены вырезаны? Какие сцены вырезаны? Там была сцена одна, где меня душил Афанасий Карамзин. Его нет вообще. В машине. В машине, душил. да, душил, и это было прямо по-настоящему. И почему-то этого момента нет, я даже забыла. Опа. Да, прям вспомнила, да. Вот где эта ненависть, так почему? Ну не из-за этого, но вообще. А там А, типа, там на него что-то напало, да? ну, злые духи опять. Сон Нет, это был сон. Морок, да? Типа, она проснулась. Там же много снов же было. И много проходок просто вырезано там. Просто куда-то идет, туда, идет сюда, и где-то проходки остановится. не жалко? Но мы как эстеты требуем же вот эту сцену, да? Какую? Коллективное письмо, вот сцену душения Виолетты. Режиссерская версия. Без купюр требуем Без фильм. купюр требуем. Директор Кат, я Да, ему в личку писал. анкат фильм, да. Да. Ну, наверное, будет когда-нибудь. Будет когда-нибудь. Мы как приближенные к телу. Посмотрим это. Да, Да. посмотрим. Если он обещал уже Харахар, нет, ты уже посмотрел Харахар, я почему-то еще не смотрел Харахар. Наверное. Так, к Виолетте. Все-таки вот из этой пары мне и по красоте, я не привык оценивать там. Да, оба красивые люди. Оба красивые. Красивые, молодые. Молодые, значит, красивые. Да, слушай, Кастинг. так и есть. Почему, ты думаешь, почему тебя выбрал Степан? Сколько вообще людей Я было? думаю, Ты не из-за знаешь? глаз. Он, наверное, надеялся, то, что вот на больших глазах, возможно, будет ярче выражено как бы страхи. Может, Анимешность, да? ну не то, чтобы они что Вот но сейчас вообще, я- давайте по-серьезному, да. Когда я приходила на кастинг, там был Степа, Петя и Анастасия Питель. Они мне вручили как бы текст, я немножко почитала, Поснимали. поснимали, и мне сказали, А что снимали? Какие моменты? ну, Степа говорил, покажи мне страх,
покажи то, что тебе непонятно, представь, что это квартира, и тут такая вот мрачная обстановка, покажи вот это вот все. Ну так покривлялась, мне было очень неловко вообще сниматься на камеру, потому что как-то было странно как бы. Но через стеснение это все как бы сделала, и мне сказали, ну если что, мы тебе позвоним. Потом позвонили через день, сколько? через два мне позвонили и сказали то, что вот они хотят в Ханалас поехать и снять пробный тизер, и хотели бы меня пригласить туда. Вот, а ты сторисы пилишь? В Инстаграме сторисы пилишь? Я уже почти как 2 года, я не веду активно свой Инстаграм, очень редко. Странное явление для молодежи, которые в ТикТоке. Ну не знаю, у меня как-то вообще интерес пропал, я не занимаюсь ни рекламой, ни фотосессиями, вообще ничем. Ну, тогда вот сказать, что все девушки наши... Я знаю, я видела пару комментариев, где вот, это же типа инстаграмная тёлка, инстамодель. Это было. Да, но меня вот это вот раздражает, потому что я себя не позиционирую как типа вот инстаграмную такую девушку. Я поискал, кстати, и обнаружил закрытый профиль. Так что да, подтверждаю. Да. Есть девушки, оказывается, в наших селениях, которые... Селфачки не каждый день пилят. Не то чтобы, они 2 года вот уже как бы предпочитают не ходить. Наверное, есть какой-то секретный аккаунт, с которого ты все палишь. Чекаешь? Нет, я палю оттуда только одного человека, а все остальное меня не интересует. Одного человека? Да. Кого? Это секрет, я не буду говорить. Ну ладно, но... Это уже хорошо, что ли? Есть секрет. Есть секрет. А вообще вот это название, да? Таксир, да, который по сути является легендой. Ну, франшиза. Вот вы ощущали его груз? Тяжесть такую? Нет, они же молодые. Да. Или нет? Или все было позитивно? Позитивно был. Наоборот, позитивно был. Мне кажется, ужастики веселее снимаются вообще. Типа я смотрел бэкстейджи этих недавно Фредди Крюгера, как снимали, и там все угорают вообще. Конечно, там же очень... Типа это весело было. Ну, было страшно же, когда он тоже... Слушай, а когда вы снимали, вот братья НВКшные, тоже угорали все, да, или как? Нет, ну братья НВКшные, мы присутствовали в момент, когда вот все это... Кстати, первый фильм-то, извините, это Эдуард Новиков. Это триумфатор «Царь птицы», да? Оператор-постановщик. Ну, он оператором долго работал. Да. Но он тогда еще не снял, он не начал что ли учиться, но Семеном Ермолаевым тогда они уже... Он после начал учиться, по-моему. После начал учиться. Степан этого Новикова прям преследует, оказывается. Он же еще и ремейк делал его, получается. Какой ремейк? Ну, как-то Планета... Ну, Магнагит Оттау, фильм же есть, Степа же есть. Она же ремейк этого фильма Эдуарда Новикова. Как-то Пласида или как там? Планида или... Плесада. Это один и тот же... Который снимался во дворе НВК. Береза. Прям ходит за ними и преследует. Понятно. Но я думаю, что, кстати, Илья Михайлович Семен Ермолаев как приняли фильм? Так хорошо, как... Они же были на премьере. На премьере, да. Да, они прям много сказали там. А они выходили на сцену, да? Ну, мы сидели, они вышли, типа, напротив стояли. Говорили. Ну давай, передавай, что они... Не все же видели. Ну, хвалили просто, типа, а что не скажут? Нет, это дерьмо. Можно уже могли нет. сказать. Не, могли сказать, они с высоты, извиняюсь, прожитых лет могли сказать. Да. Ребята, вы, конечно, Ребята, во попытались... что, да, вы попытались, конечно, нас переплюнуть, Но они бы это сделали не на сцене, наверное, типа, отвели бы в угол. Не, интонациями было бы видно, что... Да, по лицам было бы видно. Да, что понравилось. Но еще раз говорю, на самом деле, вот то, что вы ввязались вот в это, да, пусть с допиской ях, там, рок, батом и так далее, это очень большая ответственность, на самом деле. Честь даже. Честь даже, да. Конечно, честь, но это еще предстоит осознать, как говорится, я думаю, все-таки. Девочка сейчас вот попросила сфотографироваться. Это же сейчас как автограф раньше брали, да? Сейчас можно с вами сфотографироваться. Много таких моментов? Нет. После Мисикути так подходили люди. А, да? Да. Сейчас на улице не подходили? А там какой титул был? Я, сори, слышу, говорю. Мисс Интернет. Мисс Интернет. Да, ну как просто на Мисс зрительских симпатий. Мисс зрительских симпатий, да?
Очень, очень образно, да, человек, который 2 года не ведет. Да, и мисс интернет. Вообще, ну, ты тоже мастер троллить, оказывается. Получается, нет, судьба сама троллит людей, как говорится. Планида такая. Да, планида такая. Мы забыли этот момент. Ты доволен звуком, Петя? Да. Как участник вот этого сценарий, картинка, звук. Один из участников вот этой тройки, да? Доволен звуком? Да. Давай вот про Сережу несколько слов. Я не знаю его лично. Ты все равно Я напрямую не работал, да? Нет, вообще нет. Мгм. Я с Моисеем только работал, Кобяковым. Я вот писал в своем небольшом отзыве, да, о том, что на самом деле люди, которые приезжают в наш край, они все равно же, вот дальнобойщики, они останавливаются на каждом шаман-дереве там, и так далее. Ну, пусть наигранно, но какие-то традиции пытаются соблюсти и так далее. Сережа, он такой типичный приезжий человек, который... Викинг. Викинг, да. Он по наружности тоже викинг такой. Ну, я и говорю. Из блондинистый такой. Он объякутился настолько, что вот вещь, которую Хахалар воспринимает вот так, да, он же обыграл его классно. И вот этот очень кинематографичный звук, не знаю, может наши зрители привыкли к театральному звуку. Да? Может наши зрители вот этот лаконичный очень звук первой части немножко смущает. Там же Илья Петухов сидел на синтезаторе, там, ну, такая вот аскетичная вещь. Он, конечно, да, мурашки заставлял бежать, но по сравнению с богатством вот этой музыкальной палитры, которая в вашем фильме, ну, оно не то, что проигрывает. Ну, тот отдельный фильм, вот как мы пришли к мнению, да, а этот отдельный фильм. Он современный, хороший, канонический. Ну и плюс другие возможности были же все-таки, да, не забываем об этом. То есть, ну, конечно, времени столько прошло. Киношный звук делать, это же недавно все-таки научились делать, да, то есть 10 лет назад в фильмах звук был ужасный, на самом деле, до сих пор могу сказать. Ну, очень хорошие большие проекты, и с ужасным звуком были же их, много даже. В жанре хоррор, ужас-хоррор, да, типа звук. Да, очень много влияет. Типа атмосферу больше всего он дает. Нагнетание, да, вот это саспенс на звуки, конечно. Нет, саспенс, он стопроцентный, он есть, и я рад, что вот кульминация, она дала именно такое ощущение, да, и вот как зрителю, да. Степа молодец, сценарист молодец, вы все молодцы, которые как раз вот на кульминации и строится, по моему мнению, вся картина, которая такое просветление, да, и становится очень четко. Да, становится очень четко. Очень четко становится. Потому что вот эти вопросы, да, они, извиняюсь, в наших головах сидели 25 лет. Да, кстати. Вот фильм «Ответ», он нужен. Понимаете, 25 лет мы сидели, у Илья спрашивали, у Семена спрашивали, почему. Они там с высоты, опять же, прожитых лет, да ты дурак, типа там. Было вот такое. Нет, ну я не за бутылкой там туда-сюда. У меня не то, чтобы вопросов как будто ну, таких настоящих не было, да, но когда я вот фильм посмотрел, понял, что, оказывается, вопросы были, то есть, ну, неотвеченные вопросы были, оказывается, я после постфактум понял, да, как бы для себя. Вот в чем-то суть оказывается, типа, да, такая вот. А Амбросьев, Леха, он дотошный, он всегда делает упор на детали, и вот это очень хорошо вы работаете всегда. Там же, я так подозреваю, что все-таки, когда Петр согласился в проект войти, да, он попросил, наверное, кое-какие вещи поменять. Сценарии, там, туда-сюда. Определенный момент, наверное, были. Слушай, Петя, вот ты в больших проектах действительно многих же участвовал, да? Сколько? 5-6? Даже больше, конечно, да? С 16-го года почти во всех больших проектах же участвовал, да? В качестве фокус-пуллера тоже был, говоришь, да? Ну вот как главный оператор, больше пришлось работать или такой же объем работы? Конечно, больше. То есть конечно, больше. Не только ответственности, ну то есть чисто больше ответственности. И чисто физически тоже было много. Физически меньше. Да? Физически меньше, конечно. Нет, да. Больше сидел, да? Покажите ко мне. Нет, почему? Мы все... Да, все работают, ну, конечно, типа, все равно больше-то ты кадр ставишь там. Ну, да. На свет смотришь. Работа, да?
А там ты больше этот Технарь. технарь, да, просто камеру ты ставишь. Собираешь перед сменой, разбираешь после смены. Ну, то, что ты все эти малые нюансы узнал на поле, это как бы помогает, наверное, да, быть, ну, Конечно. знать, что происходит. Ну, это хорошо. На самом деле, я еще раз говорю, это очень большая работа всей команды. Да? Конечно. Огромная. Команда. И вот так вот сидеть и говорить, а когда выложите в интернет, я считаю, это верх хамства, да? Которое, ну, удел не только неграмотных людей, еще и невоспитанных людей. Да, конечно. Вот Люди, это... ну, не обращают на это внимания, как бы. Они не думают о том, что вот люди через кровь и пот как бы это все создавали, имеется в виду. Им хочется халявы. Кто хочет вообще платить деньги, например? Сейчас никто не хочет тратить деньги, к примеру. Ну, Я видела много комментариев, когда вот говорят, за наше якутское кино, почему мы должны платить деньги, почему вы нам, якутам, не показываете? Все равно только мы смотрим это кино. Фига Ну, то себе. есть, Это, ну да, вот это вот. мне логика кажется, отсутствует вообще-то. Только мы смотрим, и мы не будем платить. А как будет сниматься якутское кино, если не будет поддержки от своего же народа? Это вот, не знаю, логика какая-то странная у многих людей. А я, кстати, вот делаю спарки вот эти, да, то есть Таня Чингисхана, Тыгындархан, да, скачок ощутимый. Журавли над Ильменем, Егор Чарин, который вот Да, выйдет, ну да? вот здесь, конечно, огромный Пропасть, да? И первый сеттяхсер, и второй сеттяхсер, да? То же самое. Это абсолютно другое кино. На самом деле, это, еще раз говорю, история только одна. Персонажи только другие. Это совершенно другая повесть, совершенно другая, другой фильм. Другие люди, да. Вот на первый план выходит Алена, человек молодой. А вот из двух постеров, да, где Егор на коне, да, и где ты в лесу, какой бы выбрал, на самом деле? Объективно, и вот воспарив на эту ситуацию. Вообще на главную афишу имеете в виду? Вообще на главную афишу я не знаю, почему, ну, то, что я одна, может вообще, ну, не знаю, непонятно. Ну, к примеру, если бы это не была бы я, например, вот абстрагируюсь, другая девушка лежит, я бы по постеру, если честно, не поняла бы, о чем вообще пошло бы речь в этом фильме. Возможно, кого-то, может быть, не хватает еще в этом постере. Не-не-не. Ну, не знаю, вот у меня такое вот... Нет, не то, чтобы синей головы, но у меня вот такое вот видение, не знаю. Камерный фильм, камерный постер, все логично. Да, достаточно. Сколько там персонажей получается? 4 человека, ну и плюс другие. Достаточно. Ну, как и первый. Как и первый. Первый еще более, конечно, такой закрытый был, наверное. Давай закончим. Не, я хотел все-таки немного подискутировать с Виолеттой в защиту зрителей. Да? Якутский зритель на самом деле очень тепло воспринимает все то, что все то, что делается для него. Он знает, что это для него делается. Есть такой человек, да, именно якутский зритель. Да. И к ним не относятся все якуты, понимаешь? Да, вот именно якутский зритель поднял своими деньгами вот все это. Все вот это дал возможность Степану там работать с таким материалом. Купить такие камеры, научить таких операторов. Без якутского зрителя всего вот этого не было. Не было бы. Поэтому вот всех в одну кучу сваливать, да, я бы не стал, а сказал бы, есть просто... Нет, я не говорю про всех. Да. Мне кажется, после этой статьи, говорю, интервью меня все возненавидят. Но я не говорю то, что все якуты, вот весь народ Саха, такой вот плохой, все необразованные, невежды. Нет, это не так. Но вот то, что я вижу, например, в интернете, я не сижу вообще в Ньюс.КТ, не во всяких вот таких вот пабликах, потому что там в основном один негатив. И вот это вот я смотрю и понимаю то, что, ну, все равно большинство людей... приходится работать. Вот понимаете, вот я думаю, то, что вот большинство людей, наверное, вот такие вот, и поэтому я не захожу ни туда. Не, большинство людей на самом деле хорошие, и еще раз говорю, абсолютно... войска другие люди. Да, диванные войска это совершенно другие люди, и на самом деле я еще раз говорю, как достаточно объективный человек, который 30 лет в профессии, да, я могу сказать, что большинство людей восприняли фильм на самом деле как и я. То есть то, что было 25 лет назад, какие вопросы задавались, да, мы получили ответ. Это шикарно. Это очищение такое, не знаю, вот как будто самого преследовало. В общем, да. Локус закрыли, да, как говорится. Да. К примеру, я отношусь к такому зрителю, который вот просто скажет про себя: хорошо, мне понравилось. Но у меня никогда не было такого, чтобы я заходила целенаправленно куда-либо и написала бы, вот какое у вас говно получилось, и мне вообще не понравилось, зря я потратила свои 300 рублей. Но такого у меня никогда не было. Но я понимаю, то, что вот такие вот комментаторы, которые вот именно, не то чтобы вот конструктивная такая вот критика, а вот с целью обосрать, извините меня, да, но таких вот, ну там достаточное количество, я на таких людей вообще не обращаю внимания, потому что, ну, это люди, которые как бы сами по себе, люди, которые вот,
возможно, не думают о том, что люди как бы постарались, потрудились, потому что это опыт. Это опыт, я понимаю то, что я прекрасно не сыграла, я не могу сказать так, потому что я сама понимаю. Мы можем сказать. Иначе мы бы не сидели бы и не допытывали себя, час с лишним прошел. Не, я вот скажу так, то, что да, я не профессиональная актриса, у меня нет образования, я это прекрасно понимаю. Никто не делает скидку на непрофессионализм. Вот нету скидки, я знаю. Да, это после не скидка. Давыдова, да, никто не делал. Согласись, Степа? Сейчас уже есть фильм определенного режиссера, есть якутское кино, да, никто не делает скидку. Будь то там театр драмы академической, да, или ты в некоторых случаях человек с улицы. Еще раз говорю, ты все-таки имеешь отношение к сцене, к сценическому искусству, имеешь отношение. То есть тебя считать непрофессионалом я бы не стал. И после просмотренного, еще раз говорю, после вот сцены, кульминационной сцены, да, не знаю, я написал все, девочка сыграла на 200. Ту задачу, которую он требовал, ты выполнил. Это главное. Это главное. А там, еще раз, всегда найдутся те, которым корова не той масти там, и так далее, и так далее. Да? Бог им судья, флаг им в руки, как говорится, барабан на шее. И, да, давайте мы сейчас под грохот барабана, вот таких виртуальных, да, пусть это не звучит как бубен, да? Но закончим наши вечерние посиделки. На самом деле, огромное спасибо Сайдам Барыл, всей творческой группе, лично Степану Бурнашеву, Семену Шишигину за посредничество. Да? И Петру и вам Галете спасибо, большое огромное спасибо за то, что не постремались сесть в одном ряду с двумя старыми людьми, пожилыми людьми. Так что, я думаю, нормально получилось, да? Нормально получилось, и зрителям YouTube канала Сайдам Барыл и наших ИГТВ каналов, я думаю, понравится, как мы вот, чисто так откровенно, да, без никакого чая там и так далее. Он любитель чая, кстати. Он большой специалист по чаю. Посидели, поговорили про новый классный фильм Степана Бурнашева, который, вне всякого сомнения, войдет в историю как разгадка самой большой загадки. Заданный четверть века тому назад. Да. То есть аж миллениум какой-то проскочил между ними, да, 96-й, и сейчас 2020. Спасибо. Спасибо зрителям, что вы есть, посмотрели такую долгую 5-минутную нарезку из нашей часовой посиделки. Спасибо.